В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Несовершеннолетние несут ответственность с 16 лет за уголовные преступления, такие как кража с банковского счета, мошенничество и легализация преступных средств. Об ответственности несовершеннолетних за незаконные переводы, снятие денежных средств с банковских счетов мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Матвей Титов, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Саха-Якутия. Матвей Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Какие действия попадают под незаконные переводы, снятие денежных средств с банковских счетов и иных вообще счетов, не только банковских? Стоит, наверное, начать с того, что поскольку мы живем с вами в эпоху современных технологий, бумажные, так скажем, денежные средства отходят на второй план, и все более чаще люди переводят денежные средства, так скажем, электронным способом, дистанционно. Соответственно, такие дистанционные переводы могут сопровождаться незаконными действиями. Под незаконные переводы денежных средств под ними понимаются любые финансовые операции, которые совершены без согласия клиента. То есть они, как правило, уже подпадают под мошеннические действия, то, что вы сказали в самом начале, которые квалифицируются как кража, соответственно. А расскажите о статистике подобных случаев совершения именно несовершеннолетними. Ввиду того, что данных операций становится больше, к сожалению, имеет место преступные действия, в том числе с участием несовершеннолетних. Если брать общую статистику, то за 8 месяцев текущего года несовершеннолетними на территории республики совершено 194 преступления. Из них, связанных с незаконным оборотом денежных средств, так скажем, кража с банковских счетов, более 25 преступлений. А какие причины и условия способствуют такому, и вообще, возможно, наиболее такие характерные примеры таких действий в республике? На что обращать внимание? Я бы немного расширил здесь ситуацию, когда совершается не только несовершеннолетнего преступления, а в целом, когда совершается подобного рода преступления и в отношении детей в том числе. В качестве причин я бы выделил первое, наверное, самое основное, это доверие людей. То есть люди доверяют мошенникам, мошенники используют доверие, и таким образом денежные средства похищают у граждан. Мы с вами знаем много таких случаев. Кроме того, это использование различных современных вирусных программ, когда вы переходите, например, по ссылке, которая вам отправляется с незнакомых номеров, и таким образом на ваш телефон скачивается какая-то программа, которая осуществляет несанкционированный доступ к вашим приложениям и так далее. Кроме того, бывает то, что я сказал, скидывает специально ссылки, с помощью которых в целом без использования программы осуществляется доступ к вашему телефону, к вашему гаджету. И последнее условие – это то, что уже касается несовершеннолетних. Многие несовершеннолетние, они думают, что переводы денежных средств с банковской карты, с чужой на свою банковскую карту, что либо это вообще преступлением не является, либо это является каким-то административным проступком, за которым предусмотрена административная ответственность. То есть здесь проблема в том, что родители либо в школе не объясняют детям, за какие действия, связанные с незаконными переводами денежных средств, может возникнуть в том числе и уголовная ответственность. А что касается, вы спрашивали про конкретные примеры, да? Такие примеры, они в основном однотипные, характерные не только для нашего региона, но и вообще в целом для ситуации в стране, когда ребенок, допустим, на улице, в общественном транспорте, в любом другом общественном месте, в школе находит банковскую карту, которая ему не принадлежит, это не его карта, идет эту банковскую карту, идет вместе с ней в магазин, покупает там себе
чипсы, кока-колу и так далее, шоколадки различные. Хотя по формальным признакам это, конечно, подпадает под пункт Г, часть 3, статью 158, кража с банковского счета. А по данной статье предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание в виде 7 лет, до 7 лет лишения свободы. То есть это тяжкая статья, и здесь нету предела, то есть с какой суммы, соответственно, ты украл, так скажем, денежные средства с другого банковского счета. То есть уже со 100 рублей по формальным признакам возникает уголовная ответственность. И такие примеры характерны, да, когда ребенок находит, берет карту, идет, покупает себе что-то и не подозревает, что это в принципе уголовная ответственность. Он думает, что какое-нибудь мелкое правонарушение и так далее. Кроме того, еще приведу один пример. У нас в регионе тоже было недавно. Несовершеннолетняя, имея доступ к банковскому счету соседки по многоквартирному дому, в течение недели использовала ее доверчивость, про то, что я вам говорил, да, одна из причин совершения подобных преступлений, и в течение недели переводила денежные средства с ее счета на свой счет. То есть такие факты тоже имеют, к сожалению, место быть. И они тоже уголовные? Ну, конечно, они уголовные. И вот никак, да, вот, допустим, ребенок 10 лет там нашел карту, пошел, купил, и все равно в этом случае будет уголовная ответственность? Нет, у нас нужно исходить из того, что уголовная ответственность за такие преступления, вот вы сказали в начале, наступает 16-летнего возраста, я вас поправлю, что уголовная ответственность как раз по 158 статье Уголовного кодекса, когда идет кража с банковского счета, она возникает с 14 лет. То есть если ребенок, понятно, в 10-летнем возрасте нашел карту, это формально подпадает под признаки состава преступления, но ввиду того, что он не достиг возраста уголовной ответственности, это будет не преступлением, а общественно опасным деянием. Но все равно формально этот ребенок совершает противоправные действия, соответственно, к нему применяется тот объем действий, которые в этом случае применяются ко всем несовершеннолетним. То есть он будет поставлен, этот ребенок, на учет в ПДН, и в отношении него будет организована индивидуальная профилактическая работа. Ну вот и вернувшись к причинам и условиям, да, тому, что способствует таким вот мошенническим действиям, какая предусмотрена ответственность за совершение подобных действий? Мы немножко уже об этом сказали, но можно развернуть. Да, более развернуто скажу. Вроде как с точки зрения обывательской, да, это подпадает под мошеннические действия, статья 159, но фактически человек в этом случае осуществляет кражу. Хотя в обыденном понимании это для многих граждан, у которых нет юридических знаний, они под кражей понимают, что какое-то тайное хищение, когда они видят другое лицо. Но как раз это и есть тайное хищение, когда денежные средства изымается неправомерно у его пользователя. По ответственности я уже сказал, что в таком случае возникает ответственность, за которую предусмотрено реальное лишение свободы, то есть это тяжкая статья, за которую предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Кроме того, помимо 158 статьи, про которую я уже сказал, с июля текущего года внесения были изменения в Уголовный кодекс, предусмотрена ответственность за так называемых дроперов. То есть это граждане, которые используют, дают доступ к своим банковским счетам, к банковским картам для неправомерного перевода денежных средств. То есть они открывают доступ, соответственно, за денежные средства, как правило, и при помощи их счетов осуществляются переводы на другие счета, либо в целом обналичивание данных денежных средств. Ранее за это ответственности не было, эта ответственность введена с 5 июля текущего года. И вот какие принимаются меры со стороны органов государственной власти, да, для того, чтобы предупредить вот эти вот все действия со стороны несовершеннолетних, возможно, какие-то профилактические мероприятия проводятся? Да, я бы здесь разделил профилактику на две, так скажем. Это общая профилактика, когда задействованы все органы и учреждения системы профилактики, а также органы прокуратуры. Часто в школах сотрудники ПДН, участковые, сотрудники прокуратуры, они приходят и
на, так скажем, семинарах, да, уроках о важном объясняет, что за такие действия, про которые я уже говорил, предусмотрена уголовная ответственность. И тогда, конечно, ребенок уже знает, что если он увидел какую-то банковскую карту, ее трогать не надо, ну, либо ты ее взял, унес, отдал взрослым и так далее. Дальше. Кроме того, это что касается общей профилактики. Кроме того, есть у нас еще специальная профилактика, то есть по каждому факту совершения уже несовершеннолетним данного вида преступления он ставится на учет в органах учреждений системы профилактики, в первую очередь, поскольку это преступление ставится на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних, затем в отношении него осуществляется индивидуальная профилактическая работа, то есть это, соответственно, разрабатывается план, с ним работает с его родителями, так скажем, для исправления ситуации, для того, чтобы данные примеры не повторились, вновь не были совершены этим несовершеннолетним, а общая профилактика, она, так скажем, для предупреждения совершения иными детьми, которые на учете не состоят, совершения подобного рода преступлений. А предусмотрена ли ответственность родителей за незаконные действия детей с электронными счетами именно? Ну, специальной ответственности у нас не имеется, то есть если мы говорим с вами про случай, когда несовершеннолетний, да, совершает неправомерные действия, переводит денежные средства с счета на счет и так далее, то есть, как правило, осуществляет кражу этих денежных средств. Как я сказал, какой-то специальной ответственности у нас не имеется, но у нас есть универсальная статья. Это статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителям своих обязанностей. То есть здесь обязанность будет родителей в чем заключаться? В том, что родители не привили, не объяснили ребенку, что за такие действия может быть предусмотрена ответственность и так далее. То есть не воспитали, так скажем, в нем законопослушного гражданина. Ну и в завершении нашей беседы, какие советы вы можете дать родителям, чтобы исключить совершение их детьми подобных таких правонарушений? Если касаемо несовершеннолетних, да, здесь в первую очередь родители, ну и не только родители, наверное, и в школе, да, ребенку должны объяснять, что любые финансовые операции, да, там, когда он, то, что я вам сказал, находит карту, идет себе что-то покупает, даже на незначительную сумму, что за это предусмотрена ответственность, даже если он не достиг возраста уголовной ответственности, как я сказал, все равно в отношении этого ребенка наступает негативные обстоятельства, он будет поставлен на учет, с ним будет организована работа. То есть по факту это формирование у детей финансовой, так скажем, грамотности определенной. То есть в основном такой совет. Ну что ж, Матвей Андреевич, спасибо вам за такую информационную беседу, информативную беседу. Ну что ж, я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.